Раз, два, три. Добрый день, дорогие друзья! Национальная библиотека Республики Саха-Якутия и Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха-Якутия «Виртуозы Якутии» приветствуют вас на очередном концерте цикла «Музыкальный вторник», который мы проводим уже третий год. В этом году в формате онлайн. Отличительной чертой концертов музыкального вторника является большое разнообразие стилей исполняемых произведений, сценическая яркость каждого номера. И перед тем, как начать наш концерт, я хочу поздравить от имени нашего коллектива, основателя, государственного советника Республики Саха-Якутия Вячеслава Анатольевича Штырова с днем рождения. Будучи президентом Республики Саха-Якутия, он подписал указ о создании государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии». Это было в 2006 году, и в этом году нам исполняется 15 лет. Желаю вам, Вячеслав Анатольевич, доброго здравия еще на долгие годы. И мы хотим начать концерт с посвящения вам. Будет исполнен концерт для 4 скрипок в 3 частях великого итальянского композитора Антонио Вивальди.
Испанский композитор Мануэль де Фалья. Произведение так и называется «Испанский танец». Наши поклонники нашего ансамбля знают, что ансамбль начинался с исполнения аллегретто Моцарта. Это было в далеком 94 году. И вот у нас возникла с нашим аранжировщиком идея создать фантазию на темы лучших произведений Вольфганга Амадея Моцарта, а начать эту фантазию с аллегретто Моцарта. Солирует Айсулу Туркебаева.
Виртуознейшее произведение итальянского композитора Бацини «Хоровод гномов». На многих международных конкурсах, где выступают солисты-скрипачи, это произведение входит в состав обязательных произведений. То есть каждый участник ансамбля мог бы стать лауреатом международного конкурса, сыграв это произведение. Сейчас вы его услышите в исполнении всего ансамбля.
Когда наш ансамбль выступал в Аргентине, аргентинцы восторженно принимали исполнение ансамблем произведений выдающихся композитора Аргентины, национального героя, можно сказать, Астора Пьяццолы. Мы тогда исполняли 6 произведений Астора Пьяццолы. Недавно весь мир отметил его 100-летний юбилей. По этому поводу наш репертуар пополнился еще несколькими произведениями Астора Пьяццолы. Сейчас вы послушаете последнее произведение, которое мы выучили, Пьяццолы «Горячая луна». Иоганнес Брамс, немецкий композитор XIX века. Весьма популярны его венгерские танцы. Сейчас вы услышите в исполнении ансамбля венгерский танец
номер 1. Известный якутский музыкант, мелодист Аркадий Алексеев подарил нам свою песню «Осенние облака». Наш аранжировщик Валерий Ермошкин сделал аранжировку для нашего ансамбля. Уникальная мелодика. Я хочу поздравить, если Аркадий Алексеев нас слушает, поздравить Аркадия Алексеева с его творчеством и, в частности, с его песней «Осенние облака». Послушайте ее в исполнении ансамбля.
Должен сказать, что этот год для нашего коллектива очень успешный. Мы отмечаем свой 15-летний юбилей циклом концертов «Золотая коллекция». И вот 28 числа в ювелирном доме КРГ мы проведем 13-й концерт из этого цикла. Это будет, видимо, завершающий концерт, где мы исполнили 115 произведений, музыкальных композиций разных стилей, разных жанров, разных эпох. Сейчас вы услышите увертюру к всемирно известной оперетте Иоганна Штрауса, австрийского композитора «Летучая мышь». Аранжировки для нашего ансамбля Валерия Ермошкина.
Спасибо большое за внимание. Хотелось бы, чтобы наш концерт вам очень понравился. И до новых встреч на наших концертах, теперь уже очно. А с вами мы еще в июне встретимся по программе цикла «Музыкальный вторник». Спасибо большое.